Доброе утро! Встречайте новый день вместе с программой «Утро в Якутии». Сегодня у нас вторник, 22 марта. Именно так. Именно так. Катерина Винокурова, Павел Танин. Рады просыпаться, встречать это утро вместе с вами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И это тоже именно так. Ну, собственно, как всегда, готовы мы вместе с вами узнавать что-то новое, полезное, интересное, в конце концов. И о чем сегодня поговорим? Сегодня в Якутске начнет свою работу научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Узнаем, как влияют перепады температуры на экологию и каких климатические изменения наблюдают госинспекторы в Момском районе. Иркутско-Якутскому почтовому тракту исполняется 280 лет. И на днях уже не на лошадях, а на современных вездеходах отправились участники этой акции из Иркутска до Якутска. Наш коллега Руслан Ачиров сейчас находится в экспедиции и расскажет о том, как проходит это увлекательное путешествие. В столице Бурятии, Улан-Удэ, завершился международный хореографический конкурс имени Сахьяновой и Аббашеева. И об итогах этого конкурса мы сегодня поговорим с победителями, собственно, этого мероприятия. А как сделать контент интересным, а главное популярным? Поговорим об этом с фотографом и известным блогером Александром Мазуровым, которого ждем в гости. Ну и помимо этого, конечно, много интересного нас ожидает, но по традиции начинаем наш выпуск, конечно же, с рассказа о погоде. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 36-44 градуса мороза. В Заречной группе 29-46, в Вилюйской группе 29-36 градусов, в Нижнеленских до 36 мороза, в Западных от 18 до 30, в Колыме-Индигирской группе 23-32 градуса. В Янских 26 и 40, на северо-западе 26-28. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 38 градусов, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Ну а днем нам обещают без существенных осадков ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 19-21 градус мороза. Лавка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене нам летит. С нею солнце клаше и весна милее, пощипеть с дороги нам привет скорей. Ровно 72 года назад была создана первая в Советском Союзе центральная студия телевидения. Она была создана 22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на Шаболовке постановлением Совета министров СССР. Телестудия сначала осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград, но уже через 5 лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 50-х годов общесоюзным. Чем же еще знаменателен этот день? Не только для нас. Ну и вообще для всех мы, конечно, узнаем из нашей традиционной рубрики. На календаре 22 марта. Сегодня отмечают Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря, Международный день таксиста. По народному календарю наступал день Сороки. В народе этот день считался днем встречи весны, одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что на Сороке день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается. Предвестниками весны были жаворонки. Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц. Ровно 148 лет назад в этот день на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен-Айленде прошел первый матч в теннис. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры. В Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики». Незадолго до этого братья Луи и Агюст получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». В Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта. 71 год назад создана первая в СССР центральная студия телевидения.
первая в Советском Союзе программно-творческая телевизионная организация. В этот день родились Фани Ардан, французская актриса театра и кино, режиссер. Валерий Сюткин, советский и российский певец и музыкант, заслуженный артист России. Александр Цикало, российский музыкант, актер, продюсер, телеведущий. Риз Уизерспун, американская актриса, продюсер. Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей и Тарас. Хороший праздник, кстати, сегодня отмечается День таксиста. Пользуясь случаем, хотим поздравить всех представителей этой очень важной профессии, очень ответственной за наши жизни, за наши судьбы. И за то, что мы всегда вовремя оказываемся там, где Да. должны оказаться. Вовремя, да? Но это что касается современных видов такси. А еще очень значимая дата, 280 лет сегодня исполняется становлению Якутского почтового тракта. Да, спустя уже 280 лет, уже не на лошадях, конечно, на современных вездеходах отправлялись участники акции из Иркутска до Якутска. Они не только испытают технику на прочность, но и напомнят нам всем об исторической и культурной значимости старинного ямщицкого тракта. Одним из участников этой экспедиции является наш коллега Руслан Ачиров, ведущий программы нашей «Утро Якутии» и автор телепроекта «Испытан на себе». Так, ну что, сегодня у нас день выезда. Если быть более точным, то ночь. Днем мы там дорабатываются немного вездеходы и, соответственно, собираем вещи. Вот, пока выложили здесь, на тенте, чтобы примерно иметь представление, сколько у нас будет с собой личных вещей, еды. Сегодня мы наклеили наклейки, забрендировали вездеходы, то есть там получается, что символически нарисована река Лена, герб города Иркутска, герб города Якутска, как финальной точки поездки. Ну и, конечно же, гербы всех районов, которые мы будем проезжать. Вот здесь у нас посылки, причем даже подкрылок от Вица отправили с нами. Но мы же все-таки идем по Ямщицкому тракту, вот, и проверим на себе, испытаем доставку груза. Так, ну что, уже вечереет, немножко стало прохладно, но сейчас будет много работы, будем загружать вездеходы, их подготовили. Так, ну все основные вещи, которые лежали на тенте, находятся здесь. Вот в целом сейчас осталось натянуть багажную сетку и, в принципе, все. Было принято решение ехать по асфальту, чтобы не мешать участникам дорожного движения на прицепах. Соответственно, один вездеход будет на грузовике, второй будет на прицепе. И мы двигаться будем до села Жигалово. Это около 400 километров. И там уже начинается река Лена, то есть идет пересечение с трассой. И оттуда мы уже поедем на вездеходах. Сейчас Александр проведет небольшой брифинг по поводу нашего маршрута, по нашей экспедиции. Есть информация, что по пути этого маршрута у вас будет два участка будет с наледями. У вас два варианта, да? Основной наш это Поленье, это уже Витим, Пелиду и, соответственно, Ленск. Но там, говорят, дорога раз на раз. Может и не быть. Спросите у местных жителей. Если ее реально не будет, то отправляйтесь альтернативным маршрутом по автозимнику Вилюй. Поселок Жигалово – это где мы сейчас спускаем наши вездеходы. Известен тем, что здесь находится Жигаловский судостроительный завод, и причем еще с советских времен здесь строили суда, которые дальше уходили аж в море Лаптевых. Ну а в данное время все равно продолжается работа и изготавливают катера, которые бороздят просторы озера Байкал. Это уже дальше, да? Дальше Коношаново будет. Вот, Коношаново. Коношаново, смотрите. Вот прямо перед самим Коношаново была глубокая наледь, не знаю, замерзла вашу технику. Есть объезд.
Что такое? Провалились. Налить? Ага. Ты им покажи, чтоб все... А, смотри, здесь вот она, трещина промоина идет. Где? Вон она, видишь? Вон, видишь? Я не вижу. Иди туда, провалишься. А, точно. Ты там рубишь, здесь трясется. Давайте это, пошире встань. Тонкий, да, Лёш? Опа, опа. Проваливается, переднее колесо проваливается. Ну, на самом деле, увлекательное, судя по последним кадрам, путешествие и Вот непредсказуемое. что было дальше интересно, да? На самом интересном, как говорится, месте, в лучших традициях каких-то остросюжетных Да. кинофильмов. Я думаю, мы об этом обязательно узнаем в выпусках, да? «Испытанно на Да, себе». «Испытанно на себе» и, конечно же, в нашей программе «В утро Якутии». Да. Ну, собственно, начинается наше утро. Впереди мы ждем, конечно, гостей нашей студии. Поговорим о многом интересном. Да. Наши рубрики постоянные сегодня будут. И мой доктор расскажет о том, как, ну, не конкретно мой личный, но расскажет о том, как же свое здоровье поддерживать в хорошем состоянии, например. Да, вот, кстати, среди гостей у нас совсем скоро ожидается Александр Мазуров, известный фотограф-путешественник из Санкт-Петербурга. Узнаем, почему в его фокусе постоянно присутствует Арктика и ее жители. Да. Ну, а также поговорим о глобальном потеплении. Вечная мерзлота тает, как мы все понимаем, да, климат меняется. Поговорим об этом очень серьезном процессе сразу после небольшого перерыва. Ну а за всеми новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале, который вот сейчас вы видите на своих экранах. Можно просто навести телефон на QR-код, и вы будете в курсе всех последних событий и, конечно же, наших выпусков «Утро Якутии». Ну и, как сказали, сейчас короткая пауза, после которой мы вернемся и будем говорить вот обо всем том, что мы сейчас уже как бы немножко вскользь так упомянули, затронули, поэтому оставайтесь с Ни нами. в коем случае не переключайтесь. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Глава Якутии поручил ускорить капитальный ремонт объектов здравоохранения Нерюнгринского района. Текущие задачи по капитальному ремонту и реконструкции больниц рассмотрены на встрече Айсена Николаева с главой района Романом Щегельником и заместителем главного врача Нерюнгринской центральной больницы Ольгой Горюновой. Замглавврача представила план-схему временного размещения объектов здравоохранения на время проведения строительных работ. Айсен Николаев поставил задачу ускорить работы и дал поручение правительству в рамках реализации плана развития Нерюнгри решить вопрос об опережающем выделении средств на ремонт больниц. 23-24 год – это исторические события происходят в нашем районе в сфере здравоохранения. Благодаря главе республики Александру Сергеевичу у нас проводятся капитальные ремонты 11 объектов здравоохранения и реконструкции проводятся 3 объектов здравоохранения. При взаимодействии с районной, в том числе администрацией, планируются переезды для оказания медицинской помощи в другие учреждения района. То есть у нас медицинская помощь ни в коем случае она не прекращается, будет исполнение в полном объеме, проводиться будет профосмотры, диспансеризация и направление на стационарную помощь. Участники специальной военной операции и члены их семей имеют приоритет при обращении в Центр занятости по вопросам трудоустройства. Эти категории граждан могут рассчитывать на получение психологической поддержки. Кроме того, участники спецоперации могут пройти курсы профессиональной подготовки и переподготовки. В этом году к программе переобучения планируют привлечь 2500 человек, из них порядка 200 защитников Родины и членов их семей. Буквально 24-25 марта во всех районах, во всех центрах занятости населения в городах пройдут дни открытых дверей,
Приглашаем всех принять активное участие в проведении данного мероприятия. Данное мероприятие будет проходить в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Председатель Центральной избирательной комиссии Якутии Евгений Федоров в ходе рабочей поездки встретился с главами Вилюйска и Улуса, руководителями организаций, учениками школ, а также с председателями территориальных избирательных комиссий. На встречах обсудили рабочие моменты, а также вопросы по организации выборов в районе. Хотел бы напомнить, что пройдут два больших региональных выбора. Выборы Елдархана нашей республики, парламента нашей республики. Пройдут в районах, ряде районов пройдут муниципальные выборы. Ну и, соответственно, большую работу мы сейчас уделяем формированию участковых избирательных комиссий, которые буквально через пару месяцев должны закончить свои полномочия и приступят к работе новые составы участковых избирательных комиссий. А их, я напомню, в республике 793, куда должны мы избрать около 7 тысяч членов участковых. В Горном районе провели муниципальный этап деловой игры для молодых учителей и педагог будущего поколения Якутии. Приняли участие 11 команд, 58 молодых педагогов дошкольных учреждений, школ и учреждений доп. Образования. Команды представили проекты по патриотическому воспитанию. По итогам игры победителем стала команда молодых педагогов Улусной гимназии Бердигистяха имени Василия Филиппова. Также экспертная группа отметила званиями дипломантов, учителей Кировской, Юртской, Бердигистяхской, Кептинской школы и Центра доп. Образования имени Людмилы Лукиной. Сегодня у нас участвует 11 команд, и мы, эксперты, оцениваем именно уникальность проекта, обоснованность и охват населения. Но все проекты очень интересные. Надеемся, что соберем сильную команду и будут участвовать в республиканском этапе. Это «Утро Якутии». Вернулись после короткой паузы. Продолжаем встречать этот день. Сегодня в Якутске начнет свою работу научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в рамках представительства России в Арктическом совете. В мероприятии примут участие в очно-заочном формате 500 экспертов из регионов России и зарубежных стран. Специалисты представят последние данные о глобальном потеплении и таянии вечной мерзлоты. По словам ученых, климатические изменения в Северном полярном регионе способны определять все изменения планеты. В Доме дружбы народов имени Кулаковского в Якутске открылась выставка. Но об этом мы чуть позже. После. Госинспектор Иннокентий Федоров природного парка Момский ежедневно может пройти до 40 километров. Работа у инспекторов не из легких, ведь по долгу службы им приходится по несколько месяцев находиться в тайге. С наступлением осени, с выпадением снега и замерзанием рек перемещение в лесничестве осложняется. Река Мома замерзает медленно, и переправа может стать весьма опасной. На территории парка инспекторы подготавливают зимние маршруты, готовят салонцы для животных, регистрируют редкие растения и наблюдают за живой природой. Инспекторы отмечают, в Арктике уже идут существенные изменения климата. Трансформируется окружающая среда, высыхают некоторые реки, а другие становятся полноводными. Когда вода большая, она несет грязевой поток с собой. Эта грязь остается на льду, оседает. Потом из-за этого идет таяние быстрее. Опять же дожди идут. Дождь, когда идет, вода же теплая. А когда солнечная погода, большая часть солнечного света отражается обратно. Поэтому когда солнечная погода, она более меньше тает. Наблюдения инспекторов показали, в северных регионах и в Арктике из-за потепления меняется растительность. Происходит эрозия и обрушение берегов рек и водоемов. Один из главных брендов Момского района – Большая Момская наледь, ежегодно меняет свой облик. Это слоистое ледяное тело, которое образуется зимой путем замерзания речных и подземных вод. В течение зимы наледь постоянно увеличивается. К концу марта ее длина превышает 30 километров, но с каждым годом она тает все быстрее.
Большая Момская наледь находится в километре ниже устья Эйюмю. Эйюмю в переводе с эвенского языка означает «незамерзающая река». В разное время года эта наледь может достигать и протянуться до 30 километров, а быть высотой от 3 до 4 метров. Сейчас в Момском районе уже сентябрь, к сожалению, наледь уже растаяла. Вопросы изучения криолитозоны вечной мерзлоты в фокусе ученых со всего мира. 40% территории Якутии находится за полярным кругом. Республика находится в зоне вечно мерзлых грунтов. Изменение климата и процессы, связанные с таянием ледников, имеют для нас большое значение. В качестве примера можно привести и прошлую зиму. На арктических территориях наблюдалось потепление, а в центральных районах, наоборот, долгое время сохранялись сильные морозы. За последние 30 лет температура Якутии выросла на 1,5 градуса. Но за этой цифрой можно наблюдать реальные вещи, как увеличение продолжительности осеннего сезона. Аномалия этого года – это аномалия относительно уже изменившегося климата. На самом деле, эта зима, как и зима 2021 года, зима 2015 года, это температурная норма буквально 40-летней давности. То есть раньше это было нормой, никто бы не сказал, что это аномалия. Теперь зимы стали теплее, и на их фоне все, что немножко выбивается, да, за вот эту вот рамку нормы, просто норма стала другой. Одно из главных последствий глобального потепления – таяние вечной мерзлоты, которое, по мнению ученых, продолжится и дальше. Мы не создаем глобальное потепление. Мы являемся как бы его получателями. То есть эмиссия парниковых газов – это антропогенный фактор. Да? Он больше связан с промышленными странами, ну, с промышленными районами, например, нашей страны, да? А мы только получаем эти последствия в виде увеличивающей температуры. Вот. Поэтому для нас более актуально стоит вопрос адаптации к этим изменениям. Сегодня в Арктике создаются новые уникальные предприятия. Развивается транспортная, промышленная, социальная инфраструктура. И важно, чтобы эта работа опиралась на современные научные разработки. Ведь сейчас главное для ученых – это просчитать риски, связанные с изменением климата, чтобы в будущем обеспечивать баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной арктической экосистемы. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Григорий Хлопков, Момский район, Якутск. А в Доме дружбы народов имени Кулаковского в Якутске открылась выставка «Хоту Тынах», что в переводе «Север жив», фотографа Александра Мазурова, известного в России и за рубежом своими уникальными проектами самых прекрасных и удаленных уголков мира. Эта выставка приурочена ко Дню Арктики и проходит в рамках стартап-экспедиции масштабной программы по поддержке и развитию человеческого капитала в Арктике и на севере. У нас в гостях непосредственно сам Александр Мазуров, амбассадор арктического стартап-экспедиции, фотограф. Чуть не сказал стендап, простите. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро. Вы фотограф-путешественник, в принципе, живете в Санкт-Петербурге, но почему именно вот Арктика, люди Арктики становятся героями вашего объектива? Началось все с того, что мне очень нравилось снимать северную природу. Я вот когда на юге, мне там нравится, тепло, хорошо, но я совершенно не вижу там какой-то гармонии для себя именно вот как художник, как творец. А когда я приезжаю на север, свет падает на гору, вот эта вот аскетичность природы, да, она во мне создает некую гармонию и желание творить. Вот начиналось все с этого. Потом, конечно же, в один момент стало не хватать просто снимать пейзажей. Думаю, сниму пейзаж, он будет просто еще один пейзаж. Захотелось как-то более разговаривать с людьми, да, а это всегда через какие-то социальные съемки. И я начал думать, а что я могу снимать, да, чтобы вот как бы уже какой-то посыл некий вкладывать в свои фотографии. И, конечно же, я пришел к людям. В первую очередь думаю, что за люди связаны с путешествиями, да? Север, оленеводы, каюры, да, такие некие архаичные образы жизни. Мне стало как-то интересно в этом разбираться, как они мыслят, да, как они живут, как они формируют мышление, ведь оно действительно другое. Так что вот как-то так я пришел к северу, да. Ну а вот что касается конкретно Якутии, да, где вы успели побывать и в какое время года самое главное, да? В первый раз я приехал к вам осенью. Мы ездили в Имяконский улус, мы доставляли интернет в родовое стойбище Секат вместе с творческим объединением Кандыкан. Мы тогда с ними познакомились, стали дружить очень сильно, и в этот раз, в принципе, мы с ними же, ну, я приехал благодаря также снова Кандыкан. Ездил в этот раз уже в Оленёкский район снимать День оленевода. У меня первое желание, когда я такой думаю, так, я уже столько оленеводов снимал, но вот еще ни разу не видел
как оленевод прямо на олене ездит. Потому что это же только, ну, такая, это у вас есть, в Красноярском крае есть, ну, в Туве, в общем-то, не так много мест, где люди все еще... Оленеводчеством. Дело даже не только в оленеводчестве, а именно верхом ездят. Мне хотелось вот это вот увидеть. Я все время старые фотографии этнографические смотрел, думаю, потрясающе, тоже так хочу снять. Вот, и с этого началось, да, потом там написал Илья, знакомый, типа, да приезжай, мы там съездим, думаю, ну, класс. Да, в общем, в Оленьке как раз снимал историю про День оленевода, да, очень классные фактурные съемки вышли, я очень доволен. Ну, а в прошлый раз были в Эмиконе. Да, в прошлыми съемками тоже доволен. Да, Вот. да. Ну, поговорим о экспедиции, да, все-таки, опять же, в Арктику, в нетеплое время года, скажем так, как готовились перед отправкой в такую длительную поездку? Ой, вы знаете, я, честно говоря, уже немножко меньше готовлюсь к этому всему, потому что работа, то есть я иногда даже собираюсь там за несколько часов, за час, за два до того, как мне выезжать в аэропорт, уже такая привычка, знаете, как вот на автобус с утра на работу поехал, только на самолет. Вот, но если говорить про какую-то такую долгосрочную подготовку, я поддерживаю физическую форму, то есть я бегаю, там, хожу на спорт, это, ну, просто банально помогает лучше снимать, двигаться, бегать в нужный момент. Да, в тонусе быть. А это действительно важно, особенно когда холодно. Вот, в принципе. И я всегда очень четко там, да, все оборудование, все проверяю заранее, съемку, все аккумуляторы. То есть вот для фотографа важно, чтобы вся техника, которая у него есть, чтобы она ему, ну, не отказала во время съемки. Поэтому это вот все перед поездкой нужно обязательно проверить. Но во время ваших путешествий, поездок, случались ли какие-то курьезы, что-то шло не по плану, может быть, вспомните? Очень много таких историй. Я как-то раз летел со снегохода на скорости, там, ну, километров 70-80, да, то есть просто, ну, скажем так, лед, снег, да, его понесло, снегоход тяжелый, я, к счастью, ну, успел среагировать, там, его выкинуть из-под себя, и сам там не особо как-то даже пострадал. Было такое, что на лагерь напал медведь, да, было даже такое. В общем-то, были случаи. Ничего себе. А как? Да. Удалось ли медведя в объектив поймать? Ну, к счастью, его поймали в ружье, да, то есть там гид был очень опытный, он сразу ему как бы в глаз, да, выстрелил, и тот уже начал прямо агрессировать и нападать. То есть он встал на задние лапы и был где-то 7-8 метров от людей, от гида. Соответственно, вот такой вот случай был. Ну, мы, если честно, не успели испугаться, потому что мы только слышали выстрел, это было уже в темноте, и чуть-чуть дальше от лагеря они пошли как раз проверять, потому что услышали про медведя, да. Ну, то есть, поэтому... Какой кошмар. Повезло, может, Да, повезло. Повезло. Александр, ну вы travel-блогер, да? Да. Будет ли возможность у якутян, вот, интересующихся фотографией, с вами как-то встретиться, пообщаться, взять, может быть, даже какой-то мастер-класс или обменяться опытом? К сожалению, уже нет, потому что вчера вот была такая возможность, когда мы открывали выставку. У нас было в 11 часов, мы всех звали, было свободное открытие, свободное общение. Да, завтра я уже уезжаю, все. Ну, давайте, пользуясь случаем, может быть, сейчас можете дать какой-то совет travel-блогерам, да, как готовиться к туру с точки зрения именно, может быть, как уже продумать, какой контент ты будешь собирать, как ты это будешь делать и так далее. Хорошо. Я попробую именно со своего подхода. Я читаю много о регионе, потому что это лучше позволяет потом общаться с местными жителями и лучше узнавать его, да, и, в принципе, выстраивать план, да, своей поездки. То есть первое, да, это изучение заранее. Вот. Второе, это, конечно, собственная подача, да, и специфика. Тут у всех вообще свой подход. Сегодня вообще не важно даже на самом деле, сколько камер, да, у тебя там с собой. Некоторые просто с айфоном полностью все себе обеспечивают, и вполне себе у них нормально получается. Просто потому что главное именно то, что у них есть, ну, что в контенте, да, что они вкладывают туда. Тут, наверное, в блогерстве, да, важна периодичность. Ты должен там чуть ли не каждый день, там через день обязательно появляться с новыми фотографиями, с новыми видео. Поэтому тут хорошо бы про себя такой некий план составить, да, на поездку, что ты хочешь снять, в каком количестве, да, чтобы потом эти материалы иметь возможность долго и плавно публиковать. Мы как раз вот видим сейчас на экране ваши работы. Куда, может быть, далее держите путь, точка, в которую хотели бы далее отправиться? Пока у меня дальше планов нету. В Санкт-Петербурге сейчас будет обычная уже работа, да, то есть и как раз такой
Я стал поменьше, честно, я стал поменьше ездить, я больше начал уже выбирать места. То есть там в Якутию супер, вот это мое, да, там, а вот просто так я уже сейчас, конечно, часто не езжу. Думаю, что, куда вот именно я бы хотел, я очень хочу в крайнюю Арктику, да, то есть на острова, там, вроде ЗФИ, Новой Земли, Вайгач хочу посетить. Получится, нет, посмотрим. Думаю, когда-нибудь точно получится. Я имею в виду, что в ближайшее время там, да. И хочу в Бурятию. Хочу немножко погрузиться в тему буддизма на территории России. Немножко после такой этой плеяды Арктики, немножко неожиданно, скажем так, звучит. Александр, желаем удачи в любом случае, посетить те места, куда вы еще хотите, порадовать нас всех своими фотографиями, своими полученными из поездок. И спасибо, что пришли в нашу студию. За эту беседу вам благодарны. Вам спасибо большое. За ваше прекрасное открытие, в ваших работах нашего региона. Ой, это я с радостью. Спасибо. Еще буду потом публиковать. А эта неделя посвящена профилактике инфекционных заболеваний. И в преддверии Всемирного дня борьбы против туберкулеза, отмечаемого 24 марта, собственно, это особенно актуально. Да, и далее подробнее в нашей рубрике «Мой доктор». Туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций. Это инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий палочкой Коха. Обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы, кости, суставы, мочеполовые органы, кожу, глаза, лимфатическую систему и нервную. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует и заканчивается летально. Основные симптомы туберкулеза легких — кашель сначала сухой, затем присоединяется мокрота, кровохарканье иногда, одышка, лихорадка, слабость, ночная потливость, значительное похудание, потеря аппетита. Как известно, болезнь лучше предупредить, чем лечить. Будьте здоровы! Кемеровчанин открыл приют для животных в загородном доме. Учитель физкультуры Олег Пикалов приютил 45 кошек и собак в частном доме в Осинниках Кемеровской области. Идея открыть приют появилась у Пикалова не сразу. Сначала мужчина подкармливал семью собак на стройке. Однажды учитель заметил пропажу ни щенков, ни матери на своем привычном месте не было. Тогда мужчина решил во что бы то ни стало найти питомцев, а когда отыскал хвостатых, то забрал к себе домой, чтобы больше никогда не терять. С того самого момента Олег стал заботиться о брошенных животных. Были щенки еще, потом, щенки, отдал щенков. Тоже беленькие. Такая орава, просто на тебя надеется, каждый день ждет тебя, и погулять, и покормить, и даже их лай приятно слушать, что ты жив-здоров, и когда все это в совокупе, и чувствуется, что ты живешь не зря, потому что времени нету совсем, просто тренироваться так достойно, как это раньше было, потому что немало покатался, и ребятишек у меня было много, мы по Сибири очень сильно, меня знают и как спортсмена, и как тренера. Я стараюсь от этого не уходить, и ребятишкам это передавать. Не только они приезжают сюда на Чехово, и мы здесь и общаемся с животными, и тренировок у нас немало, и они видят все это. И я думаю, проникаются этой любовью, и это только в плюс в их воспитании. Постепенно питомник, который Олег неофициально назвал Гав-Мяугли, начал пополняться постояльцами, и мужчина решил по этому поводу перебраться в город, построил все необходимое для проживания животных: будки, вольеры. К животным постоянно приезжают волонтеры с помощью, а также собирают необходимые суммы на нужды пушистого семейства. Пикалов публикует фотографии и видео с подопечными в соцсетях, чтобы найти животным новый дом. А впереди нас ждут долгожданные выходные. Тем более, сегодня середина недели, Да. Пора уже готовиться. Уже скоро, да. Кто-то наверняка собирается выехать за город, кто-то погулять с детьми, кто-то сходить в гости. Все мечтают отдохнуть и весело провести выходные, однако есть и обратная сторона отдыха.
Да, конечно, значительно увеличивается рабочая нагрузка у хирургов и травматологов в это время. По статистике, количество травм весной возрастает почти вдвое. К сожалению, во многих случаях виновниками неприятностей становятся сами пострадавшие, которые упрямо игнорируют правила безопасного передвижения по обледеневшим улицам. Сегодня мы хотим вам напомнить, как вести себя при гололеде. Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях. Корпус при этом чуть-чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно. При падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой. Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В то же время нежелательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки. Пересекать проезжую часть следует исключительно по пешеходному переходу. Другую опасность в гололед представляют ступеньки. Если вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу необходимо ставить вдоль ступеньки. В случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз настолько аккуратно, насколько это возможно в подобной ситуации в принципе. Готовьте малоскользящую обувь. Прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоленту. Наклейки делайте крест-накрест или лесенкой. Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые руки вперед – переломом плеча или запястья. Поэтому постарайтесь сгруппироваться, прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. Первую доврачебную помощь можно оказать прямо на месте. Если травмирована конечность, то ее прежде всего нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку. Для этого могут быть использованы предметы, которые всегда есть рядом. Доска, шарф или косынка. Для того, чтобы снять отек, уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому, желательно приложить что-нибудь холодное. Снег для этого вполне подойдет. Получив травму, не стоит заниматься самолечением. Обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу. А 2 марта 1951 года, ровно 72 года назад, в Советском Союзе была создана первая центральная студия телевидения. Располагалась она в Москве на Шаболовке. Вслед за новой телестудией появилась и новая профессия – диктор. Ими становились люди с яркой внешностью, безупречными поставленными голосами и идеальной дикцией. Кстати, наша телекомпания НВК «Саха» тоже славится своими золотыми голосами. Уверены, что Наталью Викторовну Сазонову многие узнают по тембру голоса. У нее контральто – самый редкий в мире женский голос. Оказавшись в якутском телевидении в 1978 году, она на долгие годы стала его лицом. Добрый день, уважаемые якутяне! Всех телезрителей канала НВК «Саха» приветствуем мы, собственные корреспонденты национальной вещательной телерадиокомпании «Саха» в Москве. Наталья Викторовна Сазонова – одна из самых узнаваемых дикторов, золотой голос республики. Оказавшись в 1978 году в якутском телевидении, она на долгие годы стала его лицом. Это как поздравительная телеграмма из самого сердца страны. Наталья Викторовна вела новостные программы, развлекательные передачи. Ее голос доносился с экранов телевизоров каждой якутской семьи. В эфире корпункт НВК «Саха» в Москве. В 1996 году ее направили в Москву. 23 года Наталья Викторовна руководила корпунктом НВК «Саха» в столице. За последнее время здесь, в столице, прошло несколько событий, которые имеют непосредственное отношение к нашей республике. И сегодня она вновь в эфире родной телекомпании. Я начинала диктором, и сюда я приехала, работая только диктором, а уже здесь началась настоящая журналистика. А что касается там была очень
такая стабильная, такая подготовленная, профессиональная дикторская группа. Всего было человек, наверное, 8. Наталья Викторовна – кумир своего времени. Она рассказывала якутянам о последних новостях. В ее компании встречали и провожали праздники, плакали и смеялись, путешествовали, не отходя от экранов. Суфлеров не было, но у нас были папка с текстом. Потом на летучке секретарь Алексеевна сказала, вот девочка, которая начала у нас работать, как хорошо, она работает без бумаги. Я не знала, что бумагу можно положить. Я этого не знала, поэтому я и учила все наизусть. Голос Натальи Викторовны – ее визитная карточка. Редкий тембр с сочным, ярким звучанием. Контральто. На 1000 женщин найдется всего лишь несколько обладательниц такого голоса. Итак, приветственная увертюра. Дирижер Кирилл Герасимов. Тот же Родион Щедрин, он мне сказал, а вы где поете? Я говорю, а я не пою, я говорю. Тут же был Шаинский. Он говорит, а я вам песню напишу. Я говорю, а я ее исполню. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Идеальные голоса, дикторские, поставленные, четкие, красивые, от которых иногда так мурашки прям бегут. Их, к сожалению, сейчас, наверное, мало осталось. Вот, например, на современном телевидении уже, может, и не встретишь. Наталья Викторовна отработала на якутском телевидении 41 год. 23 из них посвятила корпункту НВК «Саха» в Москве. Она была его голосом и лицом. И то, что было создано тогда, востребовано и сейчас. И, например, вот передача «Новогоднее поздравление из Москвы», такая так называемая новогодняя открытка, она действительно выходит уже в эфир более 26 лет. Первым автором этой передачи была, конечно, наша Наталья Викторовна. Сегодняшнему поколению журналистов только самое вот наилучшее пожелание. Какого характера? Работайте, учитесь сами и любите своего зрителя. Тогда будут любить вас. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Москва. А в Бурятии в городе Улан-Удэ завершился 3-й международный хореографический конкурс имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева, посвященный 95-летию со дня рождения Ларисы Петровны Сахьяновой. И об итогах этого конкурса мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Жанна Попова, преподаватель специальных дисциплин Якутской балетной школы имени Посельских, и Иван Одинцов, студент 3-го курса Якутской балетной школы, отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат международных всероссийских конкурсов. И на самом деле очень-очень много регалий, и они все такие немаловажные, но их прям очень много. Я просто уже на представлении в восторге и поражен. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, Якутская балетная школа по итогам конкурса завоевала очень много наград. Это 6 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые. Мы вас поздравляем с этим, конечно, безусловно. Поделитесь впечатлениями, как конкурс проходил вообще, и кто входил в состав жюри, кто оценивал. Так, конкурс проходил в Бурятии, в городе Улан-Удэ, на сцене Бурятского государственного театра оперы и балета имени Циденжапова. В состав жюри входили видные деятели, руководители и известные артисты балета Японии, Монголии и России. Также в состав жюри была приглашена наш директор Дарья Ивановна Дмитриева. Она была почетным гостем и членом жюри. Ага. Ну, участники, которые принимают участие, да, в основном они все получатели стипендий, участники Дельфийских игр, да. Каждый, конечно же, это уникальный талант, да. Как вы считаете, очередной раз Якутская балетная школа именно Посельских заявила о себе? Да. Да, но мы стараемся ездить на каждый конкурс, показывать себя, прославлять нашу школу. Вот, потому что это очень важно показывать уровень, то, что в Якутии тоже есть балет, что он на высоком уровне. Вот, и мы показываем хороший уровень, у нас хорошая подготовка, у нас есть все, чтобы показывать свой максимум. У нас хорошие педагоги, костюмеры хорошие. У нас одни из самых лучших костюмов, в принципе, потому что они раз нам говорили, что вот очень правильно, то есть, ну вот, допустим, образ, и есть какие-то детали, которые должны быть, чтобы показать именно тот образ.
Вот, поэтому мы прям реально, и жюри нас всегда хорошо оценивает, говорят, что Якутия молодцы. Вот. То есть очень хорошо дослышаны Да. о наших артистах, да? Начинающих в том числе. Вот. Ну а вообще каков состав участников был, насколько сильная была конкуренция, то есть сколько команд, вот только что мы сказали, да, что наша балетная школа, она неплохо себя показывает, то есть в числе этих команд где примерно, в каком позиции находится наша школа? Так. Боятся ли конкуренции? Да. Боятся ли нас? Вообще заявок было 199. На второй тур прошли всего лишь 163, и нашу школу представляли 10 учащихся студентов. Конкуренция была большая. То есть мы участвовали в 3 возрастных группах и в 3 номинациях. Классический танец, народный и сценический танец. И во всех этих номинациях конкуренция была колоссально большая. Особенно участники из Монголии. Да, вот кого выделили бы? Монголию? И из Бурятии. Ну, Красноярск тоже хорошо себя показал и тоже достойно То есть, выступил. грубо говоря, на ваш взгляд, самые сильные участники были вот из этих регионов? Да, ну и Монголии. нашу школу я тоже поставлю на первые места, конечно. Молодцы. Ну, Бурятия вообще, да, такой очень красивый регион, да, со своей культурой. Наверняка была программа своя определенная культурная, что удалось посмотреть, что понравилось, запомнилось. Так, ну, свободного времени у нас было только после конкурса. То есть нас повели на экскурсию в Датсан, это буддийский храм, самый известный, и, конечно же, на смотровую площадку. То есть это был вид на город Улан-Удэ. Иван, тебе вопрос тоже аналогичный по посещению именно Бурятии, то есть что тебе запомнилось в этом регионе, ну помимо, понятно, конкурса, это всегда, да, очень много эмоций, мы к этой теме еще вернемся, ну вот конкретно про регион хотелось бы спросить. Ну, во-первых, так, погода резко поменялась, да, это тоже немножко акклиматизация, так это. Но город такой чистый, светлый, было приятно гулять, мы там в разных местах, ну, просто гуляли по городу, потому что времени не так много было, и как-то ноги не хотелось натаптывать. Вот. А школу посещали, ну, вот, якутский хореографический, бурятский хореографический колледж. Тоже занимались с ребятами, это тоже такой хороший опыт, потому что, ну, когда ты один занимаешься, ты как бы себя оцениваешь, ну, по одной стороне, а когда с другими, ты еще видишь, как другие делают, и хочется еще лучше сделать, да, показать, что мы тоже хорошо умеем. Вот. Буряты тоже очень такой теплый народ, нас хорошо приняли, мы прям с ними сдружились, вот, и сейчас тоже переписываемся, да, то есть уже имеем связь такую. Как правило, такие события, они всегда характеризуются именно новыми какими-то знакомствами, потом некоторые там, на многие десятки лет еще продолжаются. Но вернемся к самому конкурсу. Сказали, что в 3 категориях мы принимали участие. Сценический, народный, классический и современный. И современный, да, вот это троица. Но количество наград как бы больше, чем вот количество не номинаций, а категорий. Я так понимаю, что по нескольку студентов в одной категории сразу участвовали, а кто-то, может быть, из студентов сразу в 2 участвовал, было ли такое? Да. То есть наши студенты участвовали почти во всех номинациях. То есть, например, Иван участвовал в 3 номинациях и быстренько переодевался, так как конкурс проходил только всего лишь 1 день, с 5 часов до 10 часов вечера. То есть у нас не было даже жеребьевки, просто посписочно танцуешь первый, Всё очень быстро, потом быстренько конвейерно, переодеваешься, да? смываешь макияж, переделываешь волосы. Все это очень быстро. Но так как было у нас много учащихся, мы все друг другу помогали и успевали. А проходило это все, ну, именно не в смысле в каком городе, а вот какой-то, видимо, концертный зал, или это был В колледж? театре государственном, опере и балет. Что ж, Жанна, Иван, огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Поздравляем Мы вас еще еще раз раз. поздравляем с победой, да, и пусть это будет не последнее, а только начало. Спасибо. Спасибо большое. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они нас ознакомят с последними новостями. Доброе утро, Якутия. Далее смотрите блок новостей.
Для развития массового спорта среди детей и юношей во всех школах со следующего года появятся спортивные клубы. Сейчас формируют всероссийский реестр школьных спортклубов, куда внесены почти 34 тысячи организаций. Это 85% от общего количества общеобразовательных учреждений. Тем временем в Якутии работает порядка 400 спортивных клубов, в том числе 7 специализированных школ по самбо. Дети, занимаясь разными видами спорта, укрепляют не только здоровье, но и характер. Иногда вот бывает, когда мы вот совещания проводим и встречаемся вот со школами и так далее, да, с директорами, то могут возникнуть проблемы именно вот с регистрацией. А так больших проблем нет, потому что если они войдут в официальный всероссийский реестр, то тоже и могут и в будущем какие-то вот субсидии участвовать, в грантах участвовать, да, и помощь в наградной атрибутике и так далее, да. Потом в будущем и могут и выезжать не только внутри региона, но и на всероссийские соревнования. Да? То есть в этом целом, в этом направлении в нашей стране вот идет, вот, начиная с 2021 года, вот, большая целенаправленная работа именно по созданию и вот именно вот внутренней работе вот, школьных спортивных клубов в нашей стране. В столицу Приморья прибыли боксеры из Якутии. 30 ребят прилетели во Владивосток на юношеские соревнования по боксу первенства Дальнего Востока. Турнир завершится 2 апреля. Спортсмены прибыли заранее, чтобы адаптироваться к приморскому климату и часовому поясу. Тренировки проходят 3 раза в день, причем 2 из них на улице, на свежем воздухе, а вечерняя в спортивном комплексе «Олимпиец». Также боксеры 2008-2009 годов рождения будут участвовать в предстоящих играх «Дети Азии» и уже начали к ним активно готовиться. У нас проходил первенство Республики Саха-Якутия, где отбирались сильнейшие. И мы привезли сюда первых-вторых номеров, которые заняли первые-вторые места. Вот этих привезли. И где-то сами усмотрения старшего тренера посмотрели, тоже где-то в третьих номеров привезли. В некоторых весах. Приехали чуть пораньше, неделю пораньше приехали. И тяжело, что на поезде приехали. 3 суток приехали. Из-за этого чуть адаптацию проходить. И чтобы не устали пацаны. В Намском Улусе воспитанники детских садов соревновались в сборке пазлов. Из районов приехали 16 детей. Головоломки помогают ребятам тренировать усидчивость, получать базовые знания об окружающем мире. Ребятишки собрали пазлы из 120 элементов с картинками героев популярной сказки. Все участники отлично справились с заданиями и получили массу позитива и удовольствия. А победителем стал 6-летний воспитанник детского сада «Кыскил» Марсель Щербачков. Его результат – 18 минут и 37 секунд. Призерам вручили грамоты и призы фестиваля. Мы 2-й год приезжаем, нам очень нравится. Мы рады, что нас снова пригласили. Мы тоже у себя проводим мир пазлов, распространяем среди детей. Также мы проводили республиканские. Но мы не отобирались. Мы связывались с Марией Семеновной. И вот хотим продолжить тоже дальше связь вот эту поддержать и распространить дальше среди детей и населения взрослого. Также мы проводим среди дошкольников и школьников младших классов. Их называют детьми солнца. Так говорят, потому что у людей с синдромом Дауна чуткая душа и доброе сердце. Хотя по суровому распоряжению судьбы у таких людей в каждой клетке содержится 47 хромосом, а не 46. Для поддержки каждого солнечного ребенка отметили Международный день людей с синдромом Дауна. В республике более 100 семей воспитывают детей с таким диагнозом. Накануне в торговом комплексе «Азия» Союз родителей вместе с благотворительным фондом «Харысхал» провели акцию «Желтые шарики». Это ежегодное мероприятие, где дети показывают свои таланты, общаются и дарят желтые шарики. Мы раздаем шарики, помогаем людям, например, в этот день. Да, сами вот обнимаемся, встречаемся, общаемся. Вот такой день. В рутине ежедневных бытовых событий мы редко встречаемся. Поэтому этот день именно мы стараемся посвятить нашим детям. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну что ж, на этом мы потихонечку готовы завершать наш эфир сегодняшний. Встретили мы это утро. Ну и думаю, прежде чем попрощаться, почему бы не поговорить еще раз о погоде, что мы сделали в самом начале. Вдруг кто-то не видел, кто-то не слышал, а сейчас погодка такая, вот не угадаешь, что очень делать. обманчивая, Да, и да. поэтому нужно знать, к чему же готовиться на улице.
центральных районах Якутии сегодня температура воздуха от минус 36 до минус 44 в Заречной группе, от минус 29 до минус 46. В южных районах 24-32 ниже нуля, в Вилюйской группе 29-36 градусов мороза. В Нижнеленских районах минус 36, в западных минус 18, минус 30, в Калыбо-Индигирской группе улусов 23-32 градуса мороза. В Янских минус 26, минус 40, на северо-западе минус 26, минус 28. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 38 градусов, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается без существенных осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Днем температура воздуха ожидается 19-21 градус мороза. Да, хочется всем еще раз напомнить, что на улице очень-очень обманчивая погода. Вчера минус 9, сегодня минус 30 практически, да. Поэтому не практически, страшно. в Якутске минус Да. 38 утром. Поэтому, конечно, одевайтесь обязательно теплее, шарфы, шапки. Ни в коем случае не прощайтесь пока еще со своей зимней одеждой, да. Ну и, конечно, будьте аккуратны на дорогах, потому что очень скользко, гололед. Берегите свои ножки, ручки, суставы, не падайте. Да, и особенно, наверное, сейчас с такими перепадами тяжело людям метеозависимым. Поэтому всем хорошего дня, пусть все будет у вас хорошо, не мерзните и пусть весна наступает скорее. Увидимся завтра.